Сегодняшнее видео продолжает знакомить с населенными пунктами Ижемского района Республики Коми. Перед вами село Краснобор. Возникло оно между 1763 и 1765 годами. Расположено на правобережье Ижмы, в Междуречье, в 16 километрах от места впадения Ижмы в Печору. Люди жили близ села еще в первом тысячелетии нашей эры. Именно к этому времени относятся металлические предметы, найденные здесь и переданные в 1899 году в археологическую комиссию. Это железный нож, бронзовое изображение всадников и некоторые другие артефакты. Название видимо связано с окружающими эту местность красивыми барами. Основателями поселения были 3 брата Семяшкиных, несколько семей с фамилиями Терентьев, Филиппов и Артеев. В 1782 году в деревне жили 85 человек, 42 мужчины и 43 женщины. В 1795 году в деревне на Красном Бару проживал 121 человек, а в 1816 году было уже 179 жителей. К 1850 году число жителей возросло до 689, в основном за счет притока переселенцев из других поселений. В 1833 году по просьбе крестьян Краснобора и близлежащих деревень была построена деревянная церковь. Но место было выбрано неудачно и подмывалось весенними водами. Опять же по просьбе прихожан была построена новая церковь во имя Воскресения Христова, которая была освящена в 1878 году. Из материалов разобранной старой церкви в 1880 году была построена колокольня в 3 яруса высотой 17 саженей. Крестьяне села Дыбож-Матвей и Иван Каневы купили на свои средства колокол весом более 51 пуда. Крестьянин из Краснобора Федор Терентьев на собранные им от односельчан деньги купил другой колокол весом 30 пудов и 23 фунта. Иконы были нарисованы крестьянином Яринского уезда Поповым. Но потом иконостас не раз обновлялся. Красноборская церковь была довольно богатой. На 3-ярусной колокольне висело 7 колоколов, самый большой из них весил 69 пудов и 38 фунтов. В церкви имелось 3 больших серебряных креста с позолотою 84-й пробы, одно большое Евангелие с позолоченной медной обложкой, 2 больших Евангелия с посеребренной медной обложкой, дарохранительницы, различные блюда кадила, подсвечники и многое другое из чистого серебра. Немало было позолоченных изделий. Высоко ценились иконы Николая Чудотворца, Серафима Саровского, святого великомученика Георгия и Саваофа.
Даже в нынешнее время украшением села является лиственничная роща в центре села, посаженная еще в 1905 году купцом первой гильдии Иваном Терентьевым. Мировой был мужик, отзываются о нем местные старожилы. Человек он был состоятельный. Имел свои магазины в Москве и Санкт-Петербурге, пароходы на Печоре, торговал рыбой, олениной, пушниной. По одной из легенд, рос Иван в бедности. Но однажды встретился ему на дороге старец и дал юноше лоток с иголками, нитками и гребешками. Одарив, велел парнишке продать на ярмарке нехитрый товар, а на вырученные деньги закупить новый. На прощание наказал не привязываться сердцем к богатству, а помнить о Боге и помогать тем, кто живет в большой нужде и терпит лишения. Помня о наставлениях своего благодетеля, учил грамоте детишек из бедных крестьянских семей, брал девочек-сирот на воспитание, а когда приходила пора выдавать их замуж, давал в приданое сундуки с одеждой из парчи, корову, а при случае даже и деньги на строительство дома. Произошла Октябрьская революция. Может и к лучшему, что не дожил купец до новой власти и избежал репрессий. Похоронен он возле церкви, надгробие сохранилось до наших дней. Но его детей репрессии не обошли стороной. У купца было 2 дочери и 7 сыновей. Сельские старожилы рассказывали, что посадили их на подводы да и повезли непонятно куда, а люди смотрели им вслед и могли только плакать. Церковь не была разрушена, в советские времена там размещался клуб, а на 2-м этаже библиотека. В 1938 году 3-ярусная колокольня была разобрана на дрова. Некоторые иконы, церковная утварь и крест, сброшенные с церкви, были спрятаны и сохранены простыми, но мужественными сельчанами. Теперь они снова заняли свое законное место в отреставрированной и восстановленной церкви. В 1930 году в Красноборе располагались участковая больница, школа, изба-читальня, агропункт, ветеринарный пункт, камера нарсуда, пароходная стоянка, милицейский участок, крестьянский комитет. К 1970 году численность населения села сократилась до 774 человек. Но в 70-е и 80-е годы вновь стало понемногу расти и достигло 815 человек в 1979 и 857 человек в 1989 году. Согласно переписи 2010 года в селе оставалось 625 жителей. Из них 597 коми, а 28 русские. Приглашаю новых зрителей и подписчиков на мои каналы в YouTube и на платформе Яндекс.Дзен. Адреса вы видите на экране. Здесь вы можете посмотреть аэросъемки сел и деревень, снятых теперь уже в 9 районах Республики Коми, включая некоторые населенные пункты Сыктывдинского и Прилузского районов. Пишите комментарии, участвуйте в обсуждениях, делитесь своими историями и воспоминаниями по сюжетам видео. Информация и фотографии, использованные при создании видеоролика, взяты с сайтов, ссылки которых указаны под описанием к видео.